Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Анонимный звонок в аэропорт Якутска спровоцировал небольшую задержку некоторых рейсов. Неизвестный сообщил о минировании самолетов. В республике продолжается подготовка к вакцинации против COVID-19 несовершеннолетних. Аномально теплая погода. Ближайшую неделю дневная погода в Якутии будет на 15 градусов выше нормы. Анонимное сообщение о минировании самолетов поступило в аэропорт Якутск утром 25 января. Неизвестный сообщил, все воздушные суда, готовящиеся к вылету в Москву, заминированы. На место для проверки прибыли специалисты. Отмечается, что по результатам проверки взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества на борту воздушных судов не были обнаружены. Сообщение о минировании самолетов оказалось ложным. В этой связи 3 рейса Якутск-Москва вылетели с небольшой задержкой. Перейдем к эпидобстановке. За прошедшие сутки на лечение в стационары республики поступили 135 человек с коронавирусом. Всего выявлено 1526 новых случаев заболевания. Так, в стационары Якутска поступили 89 человек, в районах 46. Из общего числа новых пациентов больниц 3 дети. В отделениях реанимации врачи борются за жизнь 13 крайне тяжелых больных. Все они были не вакцинированы. Всего за минувшие сутки в Якутске выявили 1250 случаев коронавируса. В Мегино-Кангаласском районе 92, в Верхневилюйском 42, Алданском 32. Еще в 16 районах зафиксировано от 1 до 25 заболевших. На сегодняшний день в стационарах республики в тяжелом состоянии находится 53 пациента. В отделении реанимации врачи борются за жизнь 13 крайне тяжелых больных. Все они, к сожалению, были не вакцинированы. Всем пациентам оказывается соответствующая медицинская помощь в соответствии с методическими рекомендациями Российской Федерации. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, данный штамм распространяется в 7 раз быстрее, чем предыдущий, у большинства заболевших регистрируется легкое течение. Между тем, подготовка к вакцинации против COVID-19 несовершеннолетних в республике продолжается. В Алданском районе будут организованы 3 специализированных пункта – в Алдане, в Тамоте и в Нижнем Куранахе. В прививочном кабинете Алданской детской консультации установлена морозильная камера и подготовлены холодильные сумки для транспортировки препарата. Участковые педиатры составляют списки несовершеннолетних. Вакцинация будет осуществляться по отдельному графику. Врачи, медсестры и фельдшеры рекомендуют вакцинироваться. Последствия коронавируса могут быть очень серьезными. Большой процент осложнений составляют аутоиммунные заболевания и мультисистемный синдром. Детям с 12 лет прививка будет ставиться с согласия законных представителей. С 15 лет решение об иммунопрофилактике подростки могут принимать самостоятельно. О вакцинации против новой коронавирусной инфекции с 12 до 17 лет пока формируем списочки. Согласно санитарного приказа у нас есть положение, как она должна храниться, как должна транспортироваться. Поэтому вакцины пока в наличии нету, но мы уже готовы. В Нерюнгри становится все больше детей, болеющих ОРВИ. И в целом, с начала этой недели эпидситуация в районе в связи с этим заболеванием начинает обостряться. Только за вчерашний день от учебного процесса отстранили свыше 900 несовершеннолетних по состоянию здоровья. Таким образом, с учетом данных, точечно были переведены на дистанционное обучение 8 классов в школах и 3 группы в детских садах Нерюнгри. В связи с обострением эпидситуации в ближайшее время будет рассмотрено предложение санитарных врачей о переводе школьников района на дистанционное обучение. Я думаю, что оперативный штаб, который будет проводиться завтра, в среду, будет принимать решение о необходимости перевода на дистанционную форму обучения всех образовательных учреждений с 1 по 8 класс. Пока будет оставаться на очной форме обучения только 9 и 11 классы. Но решение, как я уже сказал, будет приниматься оперативным штабом, поэтому ситуация подсказывает и говорит о той необходимости, которая позволила бы сдержать рост заболеваемости среди населения.
Сотрудники административной комиссии города Якутска проводят рейд по торговым объектам, проводя контроль соблюдения дополнительных мер безопасности. Напомним, главой республики был подписан указ, по которому в понедельник и вторник еженедельно торговые объекты должны проводить обязательную дезинфекцию с 8 до 13 часов. Таким образом, в понедельник проводят дезинфекцию торговые развлекательные центры, предприятия промышленной, оптовой и оптово-розничной торговли, торговые комплексы, ярмарки и рынки. А во вторник предприятия, осуществляющие торговлю продовольственными и смешанными товарами. Дезинфекция должна проводиться с закрытием объектов. Если это в первый раз возникшее, можно и незначительные нарушения, административный орган может ограничиться какой-то профилактической беседой, разъяснением. Но опять же, если это грубые нарушения, и это уже происходит не первый раз, составляется акт административного правонарушения, где отражается, в чем заключается нарушение, производится видеозапись на специальные средства, на телефон, где мы фиксируем в качестве доказательства данные нарушения все. Составляем акт и направляем уже в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении к административной ответственности по статье 20.6.1 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации. Республиканский Минздрав организовал собственный штаб для единой горячей линии по вопросам коронавируса. Из-за большого количества поступающих звонков накануне штаб перешел на круглосуточный режим работы. Как организована работа колл-центра и по каким вопросам, кроме ковида, можно обратиться. Об этом в материале Ульяны Шагиной. Здравствуйте, оператор 122. Дмитрий Владимиров – один из специалистов, привлеченных к работе колл-центра по линии госорганов. Работает оператором второй день. Уже привык, так что начал работать быстрее. Быстрота и полнота ответа – здесь главный критерий. Относительно несложно тем, что здесь имеется детальный скрипт для операторов, как проводить беседу. Нам провели обучение, как заполнять данные вызова на дом. Большой актовый зал общественного центра, где сейчас располагается колл-центр, разбили на кабинки. В смену здесь одновременно работает до 50 операторов. В сутки же колл-центр обрабатывает до 7-8 тысяч входящих звонков. К сожалению, конечно, есть кое-какие моменты, когда все равно население не дозванивается. Но мы для этого и создали данный контакт-центр в период тишины, так называемой. Мы стараемся перезвонить на все неотвеченные звонки. В сутки работает 3 смены. Из-за большого количества звонков перешли в ночную, где дежурные в основном обрабатывают экстренные вызовы. По номеру 122 можно звонить по вопросам ковид. Если вопрос пациента касается, к примеру, терапевтической помощи, оператор перенаправит ваш звонок в поликлинику. К тому же звонить на 122 нужно при насморке и температуре, чтобы система смогла вас зарегистрировать. Обязательно нужно звонить на этот номер с насморком, с температурой, с кашлем. И с того дня регистрируется недомогание пациента. Это нужно еще для открытия больничных листов, для самоизоляции, чтобы зарегистрировать болезнь этого пациента. Сейчас колл-центр начал осуществлять набор операторов с медицинским образованием и знанием компьютера. Их обучают здесь же, в ежедневном формате. Но оперштаб просит с пониманием отнестись к работе дежурных, ведь все они только начинают набирать опыт. Колл-центр будет работать в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. К другим темам. День российского студенчества или Татьянин день празднуется учащимися высших учебных заведений сегодня, 25 января. Глава Якутии Айсен Николаев поздравил студентов и преподавателей с Днем российского студенчества. Илдархан отметил, что студенческая пора – это прекрасное время самых смелых планов и больших надежд, дружбы и любви, творческого поиска и добрых начинаний. В эти годы закладываются прочные основы жизненного пути человека – знания, умения, принципы и убеждения. Глава пожелал всем преподавателям, студентам и выпускникам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, претворения в жизнь добрых идей и замыслов, новых побед и свершений в учебе, науке и общественной жизни, счастья и благополучия.
Бойцы студенческих отрядов республики смогут работать в 4 регионах страны в 2022 году. Отмечается, что упор будет сделан на строительные студенческие отряды. Более 600 ребят направят помогать в промышленные предприятия. В прошлом году бойцы строительных отрядов приняли участие в строительстве жилых домов в Якутске, онкологического центра, круглогодичного лагеря «Полярная звезда», инфраструктуры промышленных месторождений в Мирнинском и Алданском районе. В центре внимания агросектор. Сегодня, 25 января, в Москве стартует масштабная выставка «Агрос-Экспо-2022». Это авторитетная отраслевая площадка для профессионалов животноводства и кормопроизводства России и стран ближнего зарубежья. На выставке ожидаются более 300 участников из 25 стран мира. Нашу республику представят сразу несколько фермерских кооперативов. Наряду с выставочной экспозицией посетителей «Агрос» традиционно ожидает обширная и разносторонняя деловая программа. Более 50 мероприятий разного формата по наиболее актуальным вопросам в молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве, свиноводстве и других направлениях животноводства. Традиционно в рамках форума состоится и 9-й Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. Его главной темой в этом году станет развитие малых форм хозяйствования на селе. В преддверии выставки эксперты отметили главные задачи отрасли. Перед отраслью сельского хозяйства страны стоят огромные задачи. Прежде всего, решить продовольственную безопасность страны, обеспечить сегодня уже рост экспорта продукции сельского хозяйства на мировой рынок, решение социальной задачи, связанной с занятостью сельского населения и, соответственно, повышение доходности селян, ликвидации бедности и улучшение комфортности проживания в сельской местности. 39 миллионов рублей из федерального бюджета направят на поддержку оленеводства в арктических районах республики в этом году. Средства будут направлять на приобретение передвижных домиков для оленеводов, на строительство кораллей и на обеспечение беспилотниками и квадрокоптерами. Отмечается, что поддержка будет оказываться представителям отрасли на территории 13 арктических районов Якутии, где насчитывается порядка 700 оленеводов. И в завершении выпуска новости о погоде. Оставшаяся неделя января будет аномально теплой в республике. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфан. Он отметил, что наиболее впечатляющее отклонение температуры от нормы фиксирует и прогнозирует до конца месяца в отдельных районах Сибири. Дневная температура там будет на 15-18 градусов выше нормы. Такая аномалия обусловлена тем, что по северному побережью движутся воздушные массы из Атлантики. В частности, в ближайшие 5-6 дней в Якутии прогнозируют дневную температуру около минус 30 градусов. На этом пока вся информация. Развитие событий смотрите в наших следующих выпусках. До новых встреч в эфире.